Приветствую вас, уважаемые зрители. Центр политико-правовых исследований Кыргызстана снова на связи. Сегодня у нас очень актуальная, горячая тема. Это, безусловно, тема, касающихся последних событий в соседнем Афганистане. Сегодня у нас в гостях наши эксперты. Это Эдуард Кубатов, знаменит тем, что покорил недавно Эверест, но, как мы все знаем, он в прошлом сотрудник органов национальной безопасности и проводил свою разведывательную деятельность именно в Афганистане. И Оскар Бишимов, профессор Дипакадемии, экс-замминистра иностранных дел, тоже человек, который разбирается во всех тонкостях дипломатии. Как известно, 15 августа движение «Талибан» объявил о полном контроле над территорией Афганистана. Президентский дворец пал, талибы официально захватили власть. Сегодня я читал известного эксперта Якова Кедми, который сказал, что Талибан уже не тот, что был раньше. Если раньше его использовали в качестве борьбы и создания беспорядков в Кашмире, это Индия, да, и Талибан официально создали пакистанская разведка, то потом использовали его и против советских войск, да, совместно с ЦРУ и английской Ми-6. Потом случился разлад и война в Афганистане уже с самим Западом. Эдуард, вот человек, который вы побывали в Афганистане, вы сказали, что вы последний раз были в 2014 году. На ваш взгляд, сегодняшний Талибан, что это? Почему так случилось, что они развязали молниеносную, да, такой чуть ли не план Барбаросса, реализовали, захватили власть, и почему тот режим в Афганистане, который практически 20 лет поддерживало американское правительство, обучало их, да, так резко пал? Неужели у Талибана есть такая большая поддержка среди народа? Однозначно, Талибан имеет общественную поддержку в своей собственной стране. И если бы этой общественной поддержки не было бы, талибы никогда бы не могли бы прийти к власти. Первое. Второе, это лишний раз доказывает о том, что невозможно удержать власть в стране, скажем, на ресурсах чужой страны, на ресурсах и возможностях чужой страны. Поэтому вот эти два фактора, то что общественная поддержка, наличие влияния другой державы на внутренний процесс в Соединенных Штатах, именно влияние Соединенных Штатов на внутренний процесс, это стали ключевыми моментами того, что талибы пришли к власти. И я согласен с тем, что первоначальная задача, или первоначально, когда создавали Талибан как организацию, она имела совершенно другие цели. И она переросла эти цели и стала совершенно крупнейшей и общественной, и военно-политической системой внутри Афганистана. И последние годы она не только наращивала свою популярность, но и получила практически полную поддержку не только на юге Афганистана, где всегда традиционно она была сильна, но и на севере Афганистана. Поэтому без общественной поддержки, без поддержки со стороны населения, со стороны общества Афганистана, талибы не пришли бы к власти. Оскар Джалшибекович, сегодня международные эксперты говорят, что нынешний Талибан активно поддерживается не силами Запада, а Российской Федерацией, которая традиционно хочет укрепить свои позиции в Центральноазиатском регионе и уменьшить влияние Америки здесь, а также Китая, да, который таким образом хочет подавить вот эти сепаратистские настроения в Суаре и тоже уменьшить роль США в этом регионе. Насколько, на ваш взгляд, логичны и правдивы вот эти высказывания? Конечно, это все правдиво, даже больше того. Афганистан оказался таким клубком интересов крупнейших держав мира. И инструментом реализации является одно из них движение Талибан. Оно тоже не родилось на пустом месте. Его лелеяли, хоили, взращивали. И, конечно, в этом огромная заслуга Пакистана. Но, как известно, в этом регионе самая крупная держава, которая в стратегическом партнерстве находится с Пакистаном, это Китай со своими интересами. И вот
результат, даже когда их в 2001 году разгромили, когда они ушли, они же не ушли никуда, они не исчезли. Они перешли в соседний Пакистан, город Кветта, даже еще образовали Кветта-Шура и так далее. И вот это все, как бы их обучали, дальше продолжали, все это делали. Ну а последняя, конечно, операция, это, похоже, действительно была какая-то операция сверхдержав, это массовое предательство, это со стороны правительственных сил. Это, тем более, что всегда оппозиционно в Афганистане, это была северные провинции, начали с северных провинций, где захватили пункты перехода и так далее. То есть Талибан на сегодняшний день это инструмент, такой хирургический инструмент решения интересов такого введения хаоса в этот регион. В чьих это интересах, кто это сценаристы, ну, в ближайшее время в этом, конечно, убедимся. И действительно, здесь очень много парадоксов. США в этой зоне опирается на Пакистан. Но тем не менее, движение Талибан и даже Усама бен Ладен, когда спецоперацию провели, находился в Пакистане. А в это же время, когда Совет Безопасности ООН признал Талибан террористической организацией, не на пустом месте. Это тысячи людей жертв, это невозможные условия жизни, это уничтожение мировых памятников культуры, когда вели их. И все страны это признали. И в это время, как вы говорите, действительно Россия принимает талибов, с ними общается. Более того, даже после вот этих всех зверств, министр иностранных дел России Лавров говорит, что талибы это адекватные люди, с которыми можно иметь дело. Понятно, что эта речь шла не о взаимоотношениях россиян с талибами. Это лежит в плоскости взаимоотношений России с Западом, и вот между ними противоборство. Поэтому это движение, то, что сейчас происходит, это начало огромного такого хаоса, который будет идти, начиная от Сирия, Ливия, Центральноафриканская республика, то, что война на Горном Карабахе, теперь вот дошла в очередь и до Центральной Азии. Это в американском понимании, что Центральная Азия большая, где включен и Афганистан, и Синьцзянь, и так далее. Ну и, конечно, то, что вы сказали, у Китая свои интересы, вы заметьте одно. Талибы говорят об истинных мусульманских ценностях. Ну, у них есть даже свой кодекс, называется Пуштунвали. Да, он даже как бы жестче, чем шариат. Но тем не менее, за всю эту историю они ни разу про уйгурских сепаратистов или с осуждением в сторону Китая не говорят. Понятно, сложно говорить против своих спонсоров. Двойные стандарты. Ну, это, конечно, это имеет место. Главный парадокс в том, что, как вы уже сказали, движение Талибан, которое официально запрещено в России, дает пресс-конференцию президент Холли. А насколько я помню, в 2001 году, когда Мулла Омар, тогдашний духовный лидер Талибана, предложил российской стороне объединиться в борьбе против американцев, тогдашний министр иностранных дел Сергей Иванов ему ответил известным английским нецензурным выражением на букву «F». А сейчас, как вы говорите, Лавров уже говорит, что они адекватные люди. Эдуард Джумахадырович, вопрос к вам. Вот вы сказали, что то, что пришли талибы, это логичное продолжение всех процессов, которые были. Первый вопрос. В чем оно логичное? В чем была слабость того режима, режима Гани, да, который сейчас сбежал? И второй вопрос. Теперь как талибы себя там поведут? С одной стороны, они говорят, что они будут теперь стали более лояльны, да, там женщин призывают допустить к управлению, к колледжам. Но с другой стороны, мы знаем, как вот Оскар Бишимов сказал, они сторонники такого жесткого шариата, когда они там запрещают музыку, запрещают творчество, запрещают фильмы. Сейчас как-то они изменят свое поведение? Ну, прежде всего, видите, режим Гани это практически марионеточный режим был в Афганистане. И Гани сам профессор Колумбийского университета, этнический пуштун, афганец, но гражданин Соединенных Штатов. И его после Хамида Карзая просто назначили, и последующие 2 президентских срока он выигрывал с большими сомнениями, и последние президентские выборы Абдулла практически выиграл.
И, вероятно, только внутренний переговорный процесс между Абдулло и Ашрафом Гани, они сумели сохранить вот этот статус-кво, что Ашраф Гани остался президентом. Хотя последние выборы показали, что Ашраф Гани уже полностью потерял общественную и политическую поддержку внутри страны. Вот. Ну, можно резюмировать, что это был марионеточный режим, и практически эта страна, Афганистан, держался на американских ресурсах, военных, финансовых, экономических ресурсах. Мы вот можем сказать, что бюджет или ВВП Афганистана это около 20 миллиардов долларов. Из них 75% это дотации от американского бюджета. Вся вооруженная система, на котором выстроена была поддержка политическому режиму, была построена на американских вооруженных силах и вооруженных силах НАТО. И, естественно, они еще кроме того, что поддерживали бюджет, они огромные ресурсы направили на создание национальных вооруженных сил и органов безопасности и правопорядка, но они оказались абсолютно неэффективными. Потом другой момент, очень ключевой момент – политическая элита. Политическая элита Афганистана сформирована бывшими полевыми командирами, которые пришли к власти тоже через насилие, через вооруженные перевороты, через войну. И практически Ашраф Гани не сумел собрать страну. Он собрал этот истеблишмент и элиту из числа военных полевых командиров и духовных лидеров только, и они собрались или, скажем так, сконцентрировались вокруг Ашраф Гани только ради того, чтобы получить доступ к финансовым, экономическим и политическим ресурсам. И эта элита не была настроена, и Ашраф Гани не был, мне кажется, в последние годы настроен на развитие этой страны. Поэтому, исходя из этого, результат огромный, просто масштабная коррупция внутри страны. Жизнь людей не изменилась к лучшему. Обогащение вот этой небольшой группы, которая имела доступ к власти и окружение Ашраф Гани, это все привело к тому, что социальная несправедливость в Афганистане еще ярче проявляться начала. И поэтому это, кстати, одна из причин того, что талибы в последнее время начали приобретать популярность. Когда Трамп объявил о переговорном процессе, о возможном мирном соглашении с талибами, это стало просто колоссальным сигналом как для талибов, так и для элиты, которая нестабильна, также и для общественности о том, что американцы уйдут, эта власть не удержится, и все, даже не совсем лояльные группы и силы начали формироваться вокруг талибов. И вот здесь очень правильные вещи сказаны, потому что талибы традиционно очень сильны были представлены на юге Афганистана, потому что это, по большому счету, талибы сформированы, они имеют национальную поляризацию, это пуштуны, но теперь-то талибы представляют не только юг, но и север Афганистана. И первые города, крупнейшие города, перешли на сторону именно талибов на севере. Это Кундуз, Мазари-Шариф, Герат и только затем Кандагар и в последнюю очередь Кабул. Да. Это говорит о том, что социальная поддержка, общественная поддержка, потом вот это массовое предательство военных и полевых командиров, предательство собственной элиты, это говорит о том, что эта элита была не сформирована для развития страны, она была сформирована для получения доступа к ресурсам. Относительно талибов, конечно, вы знаете, это созданная в свое время межведомственная пакистанская разведка организация, которая имела локальную цель, действительно, это создание дестабилизации в Кашмирской зоне против Индии, потом они локализовались на территории Вазиристана, это создание дестабилизации на территории Афганистана. Но потом на каком-то этапе талибы просто перешли они вышли из-под контроля своих, скажем так, в кавычках, хозяев, и они начали жить своей собственной жизнью. И мне очень сложно сейчас представлять, что инструмент, не инструмент. Я считаю, что на данный момент талибы, по-честному, это уже самостоятельная сила. То, что было в первый раз, когда они приходили к власти, это действительно явно казалось инструментом крупнейших держав и геополитических сил. На данный момент это уже самостоятельная сила, которая имеет реальную поддержку в Афганистане, имеет очень сильную военно-политическую часть и военную составляющую в своей системе.
И талибы, я думаю, что они трансформировались. За период создания это уже третье поколение руководителей. Третье поколение руководителей. Первые руководители это были просто фундаментальные, очень консервативно настроенные лидеры, которые кроме жесткого, скажем, и консервативного исполнения ислама и создания теократического государства не представляли. Да. Но последнее заявление нынешних талибов указывает о том, что произошла определенная трансформация. Но я далек от мысли, что это была очень худшая версия, страшная версия талибов. Но я далек от мысли, что эта версия будет лучше. Да? Нам нужно время для того, чтобы понять, насколько слова и декларации будут соответствовать их решениям и действиям. Но надо понимать, что талибы тоже пытаются самосохраниться. Они сейчас пришли к власти. Сейчас у них в руководстве талибов идут очень серьезные центробежные тенденции. Там есть 3 очень сильные группировки, которые они не объединены в одной системе. У них разные интересы. И это будет сейчас очень сильная внутриполитическая борьба. Потом талибы должны получить международное признание. Если они хотят функционировать как настоящая сила в Афганистане, они должны получить международное признание Афганского Эмирата. Да. Если это не именно вот эти последние заявления, они связаны с тем, чтобы именно быстрее получить международное признание, отменить эту резолюцию, знаменитую резолюцию Совета Безопасности о том, что она признана террористической организацией. Иначе, пока эта резолюция Совета Безопасности есть в отношениях, мир и международное сообщество никогда их не примет. Но они, я вижу по последним заявлениям, они заинтересованы в том, чтобы их признали. И вот эта определенная трансформация начального, раннего Талибан и нынешнего примерно есть. Но мы сейчас еще не знаем, насколько это искренне и по-настоящему. Тем не менее, посол Кыргызской республики в Таджикистане Мирослав Ниязов сегодня в интервью одному из информагентств сказал, что уже посольство официально контактирует, как он сказал, с новыми властями Афганистана, Талибаном, для решения вопроса эвакуации граждан Кыргызстана. Уже какая-то, видимо, переговоры идут. Но это уже данность, это уже политическая данность. Да, ее нужно принимать как политическую как данность. Да. Оскар Жилчубекович, вот вы сказали, что в Афганистане сейчас столкнулись интересы огромных держав. России, Китая, США. Я как простой журналист не могу понять, для чего США тогда убегает с Афганистана. Зачем? Вот она была в состоянии удерживать там свой воинский контингент, бюджета хватает. Почему столь быстрое бегство, да, которое объявил Трамп и закончил Байден? Прям вот и имущество оставили, зная, что их марионеточный режим рухнет, а все их военное имущество перейдет Талибану. Почему так поспешно убежали с Афганистана? Что им мешало там закрепиться и оставаться? Да, 150-тысячная группировка НАТО, это не США, не только США, да. Это группировка НАТО, находясь там в течение 20 лет. 10 лет назад Байден, будучи вице-президентом, сказал, что под сомнение возможность построения демократических основ в Афганистане. То есть, по истории у нас получается, Советский Союз, войдя в Афганистан, хотел построить социализм. Не получилось. Ушли. Объединенная западная коалиция пыталась построить основу демократии и хотя бы вернуться к началу 60-х годов прошлого, когда был Афганистан светский, еще до Закир-Шаха, да, еще светский. После 10 лет пришло понимание, что пока существует единая система Пуштуристана, то есть 16-17 миллионов пуштунов на территории Афганистана, доминирующие, и 44 в Пакистане. Ну, истории-то все сейчас много информации. Вы же знаете, что Пакистан был в свое время создан искусственно. Это отделен от Индии, как мусульманская часть Индии. И, соответственно, всегда получился один народ, пуштуны, были разделены на 2 части. И в свое время, конечно, афганцы досаждали очень своими
идеями, экстремизмом о создании Пуштуристана и создавали для Пакистана большую проблему. Соответственно, вот это, вот, как мой коллега сказал, это Service Intelligence, вот это ICI, она создали вот этот проект совместно с ЦРУ, когда-то талибов. Ну, я немного по-другому думаю, что они не ушли из-под контроля, просто немного поменяли задачи, цели. И, соответственно, переориентация. И там есть один пояс, один путь Китая, который хочет вкладывать в этот регион, оставаться одним из самых основных инвесторов и решать вопросы, расчистить поле. Естественно, интерес России. Чем хуже Западу, тем лучше Москве. Здесь готовы дружить хоть с чертом, лишь бы им было плохо. Соответственно, вы же помните заявление, что вот была информация, что докладывали президенту Байдену, что якобы ГРУ в России, была общая информация, там платила талибам, чтобы те убивали американцев. А сейчас они говорят, что американцы это безответственный шаг, что они уходят так поспешно. Соответственно, я думаю, пришло понимание, то, что Байден давал, что невозможно построить демократию. Даже какие-то элементы демократии в Афганистане столь разным уровнем развития и такой яркой краской многих национальностей. Как вы знаете, там же пуштуны, вторые по количеству населения, таджики, потом хазарейцы, потом туркмены, потом узбеки, потом белуджи, ну и так далее. И, как говорили, кладбище империи, что вот пришло понимание. И когда объявили, что вот Вашингтон Таймс писал, что потратили 2 триллиона 400 миллиардов долларов, и конца края этому не видно, значит, вот карты сложились в этот период, чтобы это стало головной болью уже, я так полагаю, это мое личное, России и Китая, вот как многие эксперты говорят. Соответственно, западная коалиция, понимая, что это спешно покидала. Но в американской прессе везде называют все-таки, что это бегство, что это катастрофа, что это крах той идеи построения демократии. Но так ли это на самом деле? Это не такое, может, это запланированное бегство, может, это продуманное бегство, потому что я не верю при этих институтах, которые существуют в западном мире, чтобы это было такой большой неожиданностью. Ну, к этому что говорит? Помните, когда говорили, что если активизация талибов и наступление на все эти провинции, они будут подвергнуты авиавоздушным ударам. То, что боятся боевики. Ну, вы же видели, как они захватывали, ни одного удара не было. Ни одного удара не было. И то, что талибы говорили, вы уйдете в мае, вы сейчас уходите, вот не соблюли свои договоренности. Но не предупреждаете, правительственные войска ушли. Поэтому итогом стало вот то, что вы задали вопрос, опять вернулись в Средневековье. Да. Ну и вот когда спрашивают, а как они изменились? Понятно, что для них стоит две большие задачи. 35 провинций, из них 27, вот по официальной статистике, уже 3 года не урожай. Уже осенью будет кормить нечем. Если 75% бюджета, официального бюджета, шло дотации и огромная международная гуманитарная помощь. Уже Афганистан жить на свои средства, прокормить население не может. При тотальной нищете. Есть часть наркотрафика, все знают. Все знают, что талибы в 1996 году приходили, заявляли, что мы искореним наркотики, но к чему это привело, знаете? К искоренению все-таки деньги есть деньги, и причем огромные деньги. И сейчас они заявляют. Понятно, что они нуждаются в международной гуманитарной помощи. И без этого уже осенью наступит крах, и уже население разочаруется в этих талибах. Но а как может быть международная гуманитарная помощь без признания? Соответственно, они сейчас выступают благородными, но они говорят, мы войдем в Кабул, другие никого не тронем. Ну тогда почему местное население массово бежит? Если мы с вами со стороны рассуждаем, если местные не верят, понятно, что это те, которые были связаны с американской администрацией, с правительством Афганистана, понятно. Понятно, еще простая масса людей, афганцев,
она не может покинуть Афганистан, потому что граничные переходы перекрыты. Но настроение же существует, и это все ожидается осенью. Поэтому первый шаг будет идти легитимизации власти. Он уже сделан. То, что страны, которые признали их террористической организацией, ведут с ними переговоры, это и есть первый шаг признания. И второй шаг, я как полагаю, пользуясь таким моментом, талибы и стоящие за ними силы просто перейдут, по примеру Северной Кореи, на шантаж всего мира. Если вы нас не будете кормить, если нам не будете, мы как вирус террористических организаций устроим вам, мало не покажется. И ближайшее в этой части, то, что мы находимся, это Средневековье. Это мы должны понимать. Это никак не соотносится ни с какими правами человека. И вот эти белые пушистые пока заявления, это только в угоду признания. А в итоге же, вы знаете, уже идет о переименовании исламского эмирата, халифата, эмирата Афганистана. Ну, а до этого, когда вот 5-6 лет назад они находились на территории Пакистана, с талибами брали интервью, и как-то прозвучало в отношении стран Центральной Азии, что они нас считают не братьями-мусульманами. Они считают нас мусульманами, которые стоим на неверном пути. Мы еще не кафиры, но и не мусульмане. И только вот остается догадываться, может, они хотят нас наставить на путь истинный. И так что цели — это далеко идущие шаги, которые просто так не закончатся. И все это будет достаточно печально. Вот в связи с этим общий вопрос для обоих. С одной стороны, талибам нужна легитимность, и они от резких каких-то шагов сейчас будут воздерживаться. Да? С другой стороны, ряд политиков, политологов, Михаил Саакашвили, Рамзан Кадыров вчера сказал, сегодня Яков Кедми уже черным по белому сказал, что талибы не пойдут на Пакистан, потому что они сильны, ну и, в принципе, их благодетели, не пойдут на Иран, потому что там могущественные шииты, единственное, пойдут на север, это на Центральную Азию. Вопрос, есть ли такая прямая угроза от Талибана, что они, если их вдруг там не накормить международной помощью или не дать им какую-то легитимизацию, что они через Таджикистан и Узбекистан пойдут на нас? Если позволите, я уверен, что нет. Такой прямой угрозы, чтобы перейти границу. И помните, 96-й год, когда они пришли к власти до 2001 года, это был самый, скажем так, это был самый тяжелый, самый черный режим Талибан, который в конечном итоге был свергнут. И даже тогда, в те времена, когда и Центральная Азия, и Центральноазиатские республики на тот момент были очень слабы, именно в плане сил, да, даже в тех условиях Талибан не переходили границы. Да, были стычки, были какие-то провокации, но они никогда не переходили. В моем понимании, да, есть две силы сейчас, которые контролируют регионы, и у которых две силы, у которых есть прямые интересы, особенно по Центральной Азии, это Россия и Китай. И поверьте мне, этот контекст, содержание переговорного процесса говорит о том, что эти две силы пока проявляют лояльность к талибам. И у талибов, вы знаете, внутри страны масса проблем. Они сейчас еще не представляют, что их ожидает. Я согласен абсолютно с коллегой. Дело в том, что действительно сейчас экономическая помощь закончится, дотация бюджета закончится. И они должны выживать, и они должны предложить Афганистану какие-то правильные вещи, чтобы общественная поддержка как бы сохранилась. Поэтому внутриполитические проблемы связаны с тем, что талибы пришли к власти, но у них между ними нет еще общей единой позиции, понимания, как развивать страну и куда страна должна двигаться. Поэтому вот эта тема международного признания, тема снятия резолюции о признании Талибан террористической организацией, это глобальные ключевые вещи, на которые сейчас они будут направлять все свои ресурсы. И в этих условиях, это просто кажется абсолютно нелогичным и нецелесообразным вообще рассматривать вопрос войны Талибан, например, с той же Россией и с Китаем. Это невозможно. И вот последний переговор между Россией и с Китаем указывает о том, что талибы, наоборот, проявляют огромную лояльность
и они получают обратную лояльность как со стороны России, так и со стороны Китая. Поэтому, да, нам надо продолжать укреплять границы, нам надо улучшать работу, оперативную работу по фильтрации, потому что Афганистан будет теперь представлять нам угрозу. Потому что это, прежде всего, это место может все-таки оказаться местом сосредоточения или концентрации террористических, экстремистских организаций. Никто не дает гарантии того, что этого не будет. Второе, и очень ключевая вещь, это не сколько переход границы и там какое-то такое физическое и военное наступление и нападение на страны Центральной Азии, это идеологический момент. Это он более важен, он более негативный, он более тяжелый и несет для Центральной Азии очень такой отрицательный посыл того, что есть исламская страна, есть возврат исламского движения к власти, исламизация, теократичность власти, что политические процессы можно и страну можно управлять по исламским принципам. Вот эти вещи будут негативнейшим образом влиять на всю Центральную Азию. Вот в этом плане я считаю, что влияние именно идеологического характера, скажем так, оно больше, чем вопросы военного характера. Давайте, вот, чтобы было ясно, понятно, чем отличается Талибан 96 года от 2021. В 96 году, когда они захватили власть, существовала мощная северная оппозиция. Ахмад Шах Масуд, Дустум, и с регулярной армией, и с помощью, которая шла с России, с Узбекистана, с Таджикистана, им оказывали, и талибы не могли их взять. Паншерский лев, вы же помните? Да. И, соответственно, началась гражданская война внутри Афганистана. И действительно, талибам было не до внешних дел. Этого сейчас нет. Дустум бежал. Сын Масуда сейчас хоть там находится, но в Паншере, но глава движения таджиков, он также в Ташкенте. Вот, северные провинции пали. Понятно, причины это действительно поголовная нищета, непотизм, коррупция и так далее. Это то, что присутствует. Теперь, что будут дальше делать талибы? Первое – это шантаж мирового сообщества. А для того, чтобы подтолкнуть, это не обязательно талибы должны воевать с таджиками, переходить физически границу и так далее. Слушайте, существует ИДУ, ИГИЛ, Аль-Каида, ИДТ, их множество. А теперь представьте, в ноябре выборы в Таджикистане. В ноябре выборы в Узбекистане. В 1999 году как таджики пропустили через себя боевиков к нам? Они же через нас, через таджиков прошли к нам в Баткен, Зардалы. Да. Что мешает сейчас это сделать? И вот эти группы боевиков, которые могут и нанести удар. Первое. Второе, конечно, это часть идеологии. Придать силу спящим ячейкам, которые существуют. Мало того, что придать, захватить их умы. В Таджикистане такая же ситуация, как в Афганистане. Тот же непотизм, та же социальная неудовлетворенность, нищета. И поверьте, когда если раньше, представьте, в Таджикистане, насколько сейчас знаю, где-то около 8 миллионов. И 11 миллионов в Афганистане. Таджиков. Из которых очень значительная часть очень недружелюбно относится к Таджикистану, вернее, не к Таджикистану, к режиму Рахмона, который собирается сыну передать. Это же не лучше ли это вариант как раз воспользоваться этим? То есть зажечь маленькую искру, и этот режим падет. И я, допустим, думаю, что они воспользуются этим моментом. Мало того, что воспользуются, это не Талибан. Зачем? Вы же слышали их заявление. Мы и с ИГИЛом не дружим, и с Аль-Каидой стороны, мы их вытесним из страны. Вопрос, куда они вытеснят? В Пакистан, что ли, вытеснят? Куда? Или в Турцию вытеснят? Или в Иран. Или в Иран вытеснят? Естественно, к нам. Понятно, что Кыргызстан на второй очереди. Пока до нас эти процессы, там в первую очередь те, которые стоят на границе. Таджикистан и Узбекистан. И Туркмения. И Туркмения, у них тоже достаточно такое плачевное положение. И, соответственно, вот этот сценарий сейчас
Как они будут смотреть равнодушно на эти выборы, все это дальше и так далее происходящее. И, конечно, воспользуются этим моментом. Даже для того, чтобы подстегнуть мировое сообщество к легитимизации Талибана. И как обычно они всегда же говорят, это не мы, это не движение Талибан, это вот ИГИЛ, там, я не знаю, вот эти исламское движение Туркестан, исламское движение Узбекистан. А теперь представьте Ферганский котел. И помните их проект? ФАНО. Фергана, Анижан, Наманганош. Единый исламский халифат. Помните? Что думаете, эти идеи так и остались? И они рассыпались, сами по себе рассосались? Нет. Идея всеобщей исламской справедливости, жизни, шариата, в основе которого лежит людям понятные вещи. Мы победим проституцию, мы победим мздоимство, коррупцию, употребление алкоголя и так далее. Неправедную жизнь мы победим. Если они это видят каждый день, это видят несправедливость, это и есть основа, как Хуват сказал, основа для начала. Поэтому это такой сценарий противоборства вот этой дуги, всех этих нестабильностей в мире, которые только с каждым днем нарастают. Он и тоже будет идти. Ну и в конце потом поймете, что Пакистан это ядерная держава. Вы предопределили мой следующий вопрос, я вот хотел его задать, но тогда я его расширю. Тоже общий вопрос. Понятно, что спящих ячеек вы назвали Таджикистан, Узбекистан и Туркмению, Туркменистан, но там, по крайней мере, какая-то работа со спящими ячейками ведется, в особенности в Узбекистане. Да? Там спецслужбы сильные, там ведутся профилактические работы. Абсолютно плачевное состояние у нас с этими спящими ячейками. Это и Хизбут Тахрир, и очень Таблиги Джамат, да, это просто Махн Аль-Шут, куча спящих ячеек, которые не только свободно функционируют, но даже пробрались в органы высшей государственной власти и даже в правоохранительные органы, по нашей журналистской информации. Вопрос, вот нынешнее руководство Кыргызстана, в октябре у нас тоже, кстати, выборы, что должно сделать, в первую очередь, должно было уже, наверное, давно делать, но сейчас, чтобы вот эту угрозу предотвратить здесь? Две ключевые вещи. Когда мы говорим о национальной безопасности, это прежде всего граница. Граница действительно, вот это событие 99-го года, когда Джумабай Намангани практически с Мазари-Шарифа через Таджикистан мог свободно пройти и пройти в Киргизию, это, конечно, был очень-очень плачевный и очень такой трагический факт для нас. Да? Поэтому, прежде всего, укреплять границы. Во-вторых, нужно усиливать оперативную работу и фильтрационную работу для того, чтобы предупредить и не допустить появления и развития этих подпольных ячеек. Вот. Конечно, вот в период международной антитеррористической коалиции, это 2000-е, начало 2000-х годов, ситуация с терроризмом была, конечно, на более тяжелом уровне. Оперативная обстановка была значительно хуже. Сейчас, по сравнению с теми временами, они значительно изменились, и я надеюсь, в лучшую сторону. Потому что тогда действительно агрессивность подпольных ячеек, получение этих заданий, террористических атак, вот экстремистской, агрессивной, радикальной деятельности было многие разы больше. Да. Но в любом случае нам нельзя, абсолютно нельзя расслабляться. Мы должны были эту работу не делать сейчас, да. Мы должны были еще несколько лет назад это делать. Да. Когда Трамп начал переговорный процесс, мы должны были уже начинать готовиться к укреплению границы и укреплению оперативной своей работы. Вы знаете, я, честно говоря, давно уже не представляю, как работают органы безопасности по линии именно антитеррора, но я, когда уходил, это 2005 год, 2004 год, были очень сильные кадры, ресурсы, возможности, информационные и оперативные силы, средства, вплоть до самого Афганистана и запредельных территорий. И очень надеюсь, что такие силы сохранились, они не разошлись, и они находятся в системе Комитета национальной безопасности. И буду надеяться на то, что наша работа со стороны главного силового органа ведется.
Эдуард, при всем моем уважении, Да. но вот вопрос с границей, вот как ваш коллега сказал, там просто, там нету границы физически с Таджикистаном. Приграничные вопросы не решены. Стену, как в Мексике, мы ее не выстроим, пока их не Давайте сделаем. вот смотрите. Да, и второй момент. Органы нацбезопасности сейчас занимаются, там, ловят каких-то мелких коррупционеров, угрожают блогерам и там, журналистам, вместо того, чтобы проводить там работу. Да, я не знаю. Ну, действительно, нужно сейчас перенаправлять все силы и средства на решение ключевых задач и убирать несвойственные для себя функции и задачи, потому что это очень сильно отбирает ресурсы и возможности. Поэтому здесь только приходится пожелать, чтобы все ресурсы направлены на сохранение национальной безопасности, а не на решение каких-то внутриполитических процессов в угоду той или иной системы. Да, Да, согласен. Семен Андреевич, давайте для ясного понимания, просто тут как бы не вокруг да около, вот точно. 99-й год. В общей сложности пришло 180 боевиков. Да. Весь Кыргызстан, вместе со всеми правоохранительными органами, и безопасность, и МВД, мы капитулировали. Откупились, заплатили, они ушли. Это 180 человек. За 30 лет независимости мы не купили ни одного танка, ни одного самоходного орудия, ни одного БМП. И не произвели. И не только, ну о чем вы говорите, какое производство, мы не купили. Только Это все техническое подарки. сотрудничество, да. Это все подарки, которые нам давали, и которые с 99-го года, думаете, ситуация улучшилась вот, до нынешнего времени. Поэтому я к чему это говорю? Об укреплении границ надо забыть. У нас нет денег не купить ни технику, ни вооружить солдат, ни обмундирования. Нету. Я не говорю уже о горных тропах, там какое-то там что-то перекрыть, современные сверхзвуковые самолеты, там что-то смотреть, там беспилотники, БПЛА, и самолеты-разведчики, вертолеты боевые, там. Надо забыть об этом, просто забыть. У нас даже современных гранатометов нет. И системы залпового огня, которые, насколько я знаю, они тоже устарели 40-летней давности. Поэтому здесь мы должны апеллировать единственное наше спасение к международному сообществу. Что вот международное сообщество не даст возможности разным негодяям разрастись вирусу терроризма и вот распространиться, и еще из Кыргызстана вызвать там огромный поток беженцев, поэтому они все-таки на произвол судьбы не оставят и апеллируют к международному сообществу. У нас в силах решить внутри проблемы. Это, во-первых, вы же видите, как идет стремительная исламизация страны. Закон философии помните. Из количества всегда перерастает в качество. Вот количество, когда уже 40% населения верующие, из которых есть ультрарадикалы, есть радикалы, и мы стали таким оазисом для всех религиозных организаций разных мастей и так далее. Мы оазис такой. И мы, наверное, в регионе Центральной Азии в части вот, развития религиозных организаций самые плохие. Самые такие негодяи, которых, и, в принципе, и соседи Узбекистана и Казахстана от нас, когда они запретили таблиги джамаат, а мы не то что запретили, мы их возвели в такой государственный ранг. И в этой ситуации тогда мы должны все-таки, как вот мы, коллега Кулат говорит, все-таки действительно органы государственной безопасности, они все-таки наступило время, надо будет все-таки с ними решать вопросы. Решать вопросы с религиозными ячейками, с их возможными связями, с ими выходами и так далее. То есть у нас внутри. И, конечно, одновременно надо создавать сильное правительство, которое будет своевременно реагировать на все эти вызовы и угрозы, которые с каждым днем будут ухудшаться. Это ни к чему хорошему. И эта ситуация нас стороной не обойдет. Первое, что мы сразу заметим, уже в Центральной Азии, и в том числе в Кыргызстане, об инвестиционном климате можно забыть. Никакие серьезные международные эти инвесторы сюда не придут. Видя вот эту угрозу, которая происходит, никто не придет. Мало того, что те, которые находятся в Узбекистане, Казахстане, они начнут потихоньку сворачивать свою деятельность, это не о расширении идут. Они понимают, что это талибы. И то, что заявляет Саакашвили, Гордон, Рамзан Кадыров, это серьезные вещи. Это те политики, которые говорят прямо.
то, что есть на самом деле. Хотя вот то, что я вам говорю, это можно тоже вот такую дипломатическую оболочку вот так одеть, конфетку. Но суть для тех, кто смотрит, чтобы понимали, к чему это идет. Это итог нашей 30-летней независимости. Это итог нашего состояния. Это итог нашего финансового, военного, политического, экономического веса в международном сообществе. И надеяться, что мы сами хоть на 10% сможем противостоять этой угрозе, когда 180 человек пришли, вся страна капитулировала. Представьте, придут 2000 людей, которые 30 лет воюют. И среди них, между прочим, наши земляки, которые отвоевали в Сирии, которые от соседних государств. И представьте, наши соседи также пропустят. А вот насколько мы можем рассчитывать на международное сообщество, в частности на ОДКБ, в частности на Россию, ведь опыт столкновения с Таджикистаном в апреле 2021 года показал, что подобные организации, они могут просто в стороне остаться. Можно начну, да, Эдуард? Насчет ОДКБ, это как раз наступает момент истины. За весь период создания с 1992 года, формально, когда главы государства, и потом 2003 год, когда они официально создали, во всех, какие были конфликты, ОДКБ ни разу не принимал участие. Ни разу. Ни в российско-грузинской войне, ни в войне на Горном Карабахе, ни у нас, когда в 2010 году были события. Ни разу она нигде не принимала. Везде находила обоснование. Мы наблюдаем, мы смотрим, вообще-то это не наше дело, вообще-то это так и так далее. Вот наступил момент истины. Поэтому, насколько надеяться, ну, в принципе, и другого такого выхода нет. Поэтому выбора нет. Поэтому надеяться надо все-таки на Организацию Объединенных Наций. Действительно, какая бы она аморфная ни была, какая она не отвечает реальным, говорят о ее референдуме, но тем не менее, что международное сообщество не позволит уже расширению этого вируса терроризма. Ну, они что сделают? Миротворческие войска ведут или что? Что он может сделать? Он может и миротворческие, финансовую помощь, военную помощь оказать. И уже это тот же член Совбеза Китай. Член Совета Безопасности. Та же член Совета Безопасности Россия. США, они могут оказать региону реальную помощь. Если они надавят на Пакистан и накал взаимоотношений между США и Китаем начнет спадать, я думаю, те, которые стоят за движением Талибан, думаю, тоже быстро одумаются. И если Талибан был бы сейчас сам по себе, вот самостоятельной какой-то силой, с ними тоже, как и с ИГИЛ, бы очень быстро расправиться. Очень быстро расправиться. Особых с ними даже церемониться не стали бы. Но здесь интересы больших государств. Я тоже очень полностью согласен. ОДКБ является неэффективным инструментом. И ситуация в Азербайджане, ситуация, наша ситуация, внутренняя ситуация на таджикской границе показала то, что ОДКБ практически неэффективен. И даже вот эти последние заявления генерального секретаря, они абсолютно нечеткие, неясные, просто упор на переговорно-дипломатические ресурсы. И вы знаете, и ОДКБ, мне кажется, изначально даже по своей структуре, по своей системе не имеет вот именно вот такое правильное военное начало. И она имеет просто настроечную политическую систему для объединения военной системы как бы под... Я вообще продолжаю все-таки сохранять, может быть, не иллюзию, а все-таки оптимизм, то, что Центральная Азия именно из-за того, что Центральная Азия входит в прямые интересы России, и здесь есть очень серьезные интересы Китая, и эти две глобальные политические силы, они сумеют обеспечить, ну, как бы, скажем, смогут сохранить этот регион от дестабилизирующего негативного эффекта Афганистана. Да. Я очень надеюсь на это, потому что мы действительно находимся в зоне прямых интересов этих двух сил. Да. Афганистан действительно, если сейчас, я не уверен, что в ближайшее время что-то к лучшему изменится, Афганистан теперь на долгие года будет формировать нам негативную оперативную обстановку.
Именно в плане безопасности, региональной безопасности, про безопасность, связанную с антитеррористической деятельностью, экстремизмом, они действительно будут формировать очень много негативных вещей для всего региона. Да. Поэтому нам придется с этим жить, и нам, вероятно, надо будет более серьезно, более четко, жестко относиться к проблемам национальной безопасности. Теперь это не просто слова, а это уже настоящая реальность. Да. Заключительный вопрос. Очень интересный спич, очень интересная речь здесь. Я для себя усвоил, что в соседней комнате у нас такой разъяренный голодный лев, у которого не осталось еды рядом. И если его не кормить, то он набросится или на нас, или на соседей, или кого-то. Да? Вот каким образом, по-вашему, эту проблему нужно решить? Получается, что Россия и Китай теперь содержать Афганистан. Урожая нет, сами себя не прокармливают. Создание каких-то промышленных или сельскохозяйственных хабов не приживается ввиду того, что там разноплеменные какие-то отношения. Что сделать с Афганистаном? Ну не ядерную же бомбу туда сбросить, правильно? Как этот вопрос в принципе решить? Когда в 2004 я уходил с Афганистана, и у меня была очень знаковая встреча с главой, одним из выдающихся и авторитетных людей Файзабада, это горного афганского Бадахшана. Это абсолютно самодостаточный человек высочайшего уровня и ресурсов. Когда я задал вопрос, что нужно для того, чтобы Афганистан изменился, тогда этот человек просто сказал: не мешайте нам жить. А он сказал, говорит, стройте нам дороги, заводы, приносите пользу, но не мешайте нам жить, не учите нам жить. У нас, говорит, 3000-я история, мы будем жить так, как мы хотим. Поэтому здесь, мне кажется, мы ничего не изменим сейчас. Глобально американская сила не смогла изменить эту страну. Нам не надо сейчас ничего трогать. Надо просто внимательно наблюдать за Афганистаном и надеяться на то, что страна изменится к лучшему. Потому что любые попытки менять эту страну приводило к катастрофе. Великобритания, это последняя империя, проиграла. Да. Проиграл Соединенные Штаты, проиграл Советский Союз. Более того, афганская кампания привела к тому, что сам Советский Союз развалился. Поэтому, мне кажется, единственный для меня, для понимания вещи, это оставить их с тем, чтобы они сами выстроили свою систему, свою жизнь и попытались выстроить свою страну. Другие условия, любые внешние влияния, внешние изменения, история доказала, что это не работает. Ну вот они же, как ваш коллега сказал, шантажировать же всех нас собираются. Надо же с этим что-то делать. Ну, я тоже, кстати, я думаю, что в глобальном формате этот тренд будет сохраняться, но сейчас очень сложно сказать, как это будет происходить. Надо внимательно смотреть, изучать и анализировать все, что будет происходить сейчас с высшим руководством Талибана и вообще куда будет страна идти. Да. Вот. Ну и, естественно, международное сообщество. Надо объединять эти ресурсы, когда мы объединяли эти ресурсы в 2001 году. Вот. Но, к сожалению, я думаю, международное сообщество сейчас тоже оно наблюдает, но при этом никаких конкретных решений. Вот сейчас первое решение это будет беженцы. Да. И мы будем внимательно смотреть, как ООН будет отрабатывать эту задачу для того, чтобы в стране не наступил гуманитарный кризис. И только после этого у нас будет понимание, насколько международное сообщество будет эффективно в этом вопросе. И, к сожалению, мне нечего здесь добавить больше. Мое мнение, видите, пока не придут к согласию хотя бы в этом вопросе, Россия, США, Китай, и с ними уже дальше их союзники в виде Пакистана, это будет вечная проблема. А там сейчас какой вопрос? Вы сказали, США умыли руки, оставили как головную боль русским и китайцам. Да, но это же не так, что просто ушли и делайте, что хотите. Там интересы остаются, связи остаются. За эти долгие годы созданные связи со всеми этими террористическими организациями остаются. И есть всегда возможность их подтолкнуть. Вот сходите туда за горку, там постреляйте, или вот
как вы говорите, у голодного льва, сказать, вон там картонка слабая, вот в эту картонку залезть, чтобы вот этот палец, чтобы не показывал, чтобы они как бы этому голодному льву и так далее. Это будет первый шаг, если они найдут понимание. Если не найдут, это на долгие годы. Это на долгие годы, и как вопрос Северной и Южной Кореи, это будет такой зоной постоянной какой-то партизанских вылазок, каких-то этих исламских организаций, ячеек, возможные переходы через перевалы и так далее. Вот это будет все долго продолжаться, пока там основные спонсоры не решат между собой вопрос. Спасибо. Ну, пришло время прощаться, уважаемые зрители. На самом деле, один из самых интересных интервью, которые я делал за свою журналистскую карьеру. Услышали очень много интересного, хотя я до этого интервью перелопатил кучу литературы, перечитал очень много сайтов, но сегодня там изнутри услышал настоящее экспертное мнение. Подытоживая, могу сказать, что, к сожалению, события в Афганистане, как бы этого не хотелось, да, для нас всех будут иметь самые длительные последствия. И поэтому самое главное сейчас высшему руководству нашей страны заняться в первую очередь вопросами национальной безопасности в прямом, в полноценном смысле этого слова, да, не экономическая безопасность, не какая-то там информационная, а вот именно национальная безопасность. И второе, конечно, наконец-то взяться за государственное регулирование вот этих неурегулированных теологических тем. По-моему, Александр Зеличенко сегодня в интервью одному из агентств сказал, что даже обычные даватчи могут сейчас спровоцировать вот этот рост этой идеологической концепции Талибана, поэтому сейчас органам нацбезопасности нужно заниматься вот и этими внутренними вопросами, урегулированием. Ну, надеюсь, что глаз наших экспертов дойдут до нужных ушей, до нужных кабинетов, и уже сегодня, надо было вчера, но уже сегодня подобные процессы начнутся. С вами был журналист Семитай Алмабеков, наши гости Эдуард Куатов и Оскар Бишимов. Присоединяйтесь к нам на Фейсбуке, читайте нас на Фейсбуке вот, из страницы Центра ЦППИ. И